Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті отырысқа қатысушылар. Ары қарай презентацияны орысша жалғастыруды рұқсат етіңіз. В рамках реализации государственной программы по переходу Республики Казахстан на цифровые технологии и снижению информационного неравенства в 2010 году была модернизирована спутниковая сеть вещания. Национальное спутниковое телерадиовещание обеспечивает стопроцентный охват территории республики, что дает возможность населению в любом населенном пункте смотреть отечественные каналы в хорошем качестве. Количество абонентов спутникового телерадиовещания под брендом Атау ТВ увеличилось с 6300 в 2010 году до 1 360 000 абонентов. Это более 4 миллионов населения страны смотрят национальное спутниковое телерадиовещание. При этом статистика показывает, что 74% абонентов являются жителями сельской местности. Следующим шагом стало внедрение цифрового эфирного телевещания в современном стандарте DVB-T2. Согласно проекту внедрения цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан ведется поэтапное строительство и модернизация 827 станций, далее РТС, которые позволят охватить более 95% населения к 2021 году. На начало августа месяца текущего года в эксплуатации находится 356 РТС с достижением 77,5% охвата населения. Второй слайд. В 2018 году осуществляется строительство и модернизация 222 РТС в 12 областях. В Кустанайской области завершается строительство и ввод в эксплуатацию. В Павлодарской области проводится приемо-сдаточные испытания. До конца года планируется ввести все остальные станции. На период 2019-2020 год планируется ввести оставшиеся 249 РТС западного, южного и центральных регионов страны. В результате обеспечено решение таких задач, как организация вещания в крупных населенных пунктах, приграничных районах. Министерством информации и коммуникации реализуется программа информационной поддержки населения, разработаны нормативные документы по включению каналов в цифровой мультиплекс. Созданы условия для развития производства ТВ-приемников. Спасибо за ваше внимание.